Всем доброго дня, уважаемые подписчики! Сегодня у нас особенный гость, мэр города Айбек Джанышбекович, который ответит на все самые острые вопросы. Мы живем в этом городе, мы сталкиваемся изо дня в день с проблемами. Это пробки, зеленые насаждения, хаотичная постройка, мусор. Но, как говорится, мы сами видим и становимся свидетелями того, что действительно в городе происходят перемены. И о самых главных проблемах, и о пути их решения мы сегодня как раз-таки поговорим с мэром нашего города. Айбек Джанышбекович, добрый день. Спасибо большое, что вы посетили нашу студию, несмотря на свой плотный график. Давайте вот так начнем. Обо всем подробнее мы как раз с вами все обсудим, касаемо вот проблема номер один в городе. Добрый день, я рад тоже, что сегодня имею возможность, много и долго планировали данное интервью, подкаст. Я надеюсь, что я постараюсь и приложу усилия к тому, чтобы ответить на многие вопросы. Но я откровенно скажу, на часть вопросов мы и сами ищем ответы. Да, ответы, решения. И поэтому, я думаю, может быть, даже где-то сегодня совместно мы придем к каким-то решениям. Да? В целом, я хочу сказать, что я еще раз выражаю благодарность за организацию подобного интервью и, конечно же, возможность обратиться к нашим горожанам, дать информацию. Сегодня у вас свободный микрофон. Да, свободный микрофон. Вы можете рассказать вот проблемы. Вот вы, наверное, также видите в социальных сетях, да, и у нас, в принципе, на Репортере очень хорошо работает та самая обратная связь. И вот что бы мы ни выпустили, даже позитив. Вот вы недавно провели пробег, да, казалось бы, Номад. Очень классно было организовано. И даже там писали, вот лучше бы об этом подумал бы, о пробках, вот из-за них там затор, ты ему, то есть людям, вы знаете, всегда нравится, не получается. Да. Вот скажите, вот номер один проблема сегодняшнего дня, и которую вы действительно решаете? Номер один проблема это пробки. Не надо будет говорить, наверное, о других вещах. Почему? Потому что пробки на сегодняшний день номер один. И я откровенно скажу, что решение этой проблемы, она тоже является причиной пробок. Да? Конечно же, мы первое время, если вы помните, в 2024 году выносили инициативу ряда ограничений, которые бы могли систематизировать дорожное движение, ввести какой-то перечень ограничений, которые бы позволили уменьшить количество автотранспорта. Мы вынесли на обсуждение, мы были настроены, я хочу сказать, серьезно, к тому, чтобы вводить эти ограничения. Но в ходе обсуждения мы поняли одно. Очень много было комментариев, очень много замечаний такого порядка, а что город, мэрия сама сделала. Да, легче всего взять всем, запретить, сказать, не выезжайте на машинах, не ездите на машинах и так далее. Пересаживайтесь на автобусы. Ходите пешком. Да, ходите пешком или же на автобусы, и автобусов у вас не хватает и так далее. Да, то есть очень много комментарии, и, конечно же, вот наш, если так можно сказать, пыл к тому, чтобы ввести эти все ограничения, он чуть-чуть так отошел в сторону. Почему? Потому что мы должны тоже слушать горожан. Почему? Все наши действия, все наши мероприятия, они же и направлены на создание благоприятных условий именно для горожан, а не отдельной группы или же для себя хорошего, так сказать. Поэтому здесь мы пересмотрели свои позиции. Я сразу здесь хочу сказать, очень много же разговоров. Вот они каждый раз меняют. То сперва одно думали, сделали по-другому, третье. Я хочу сказать, что я готов каждый день менять решение. Каждый день. Я готов каждый день менять кадры, если это влияет на работу муниципалитета, на решение проблем, на решение задач. То есть и мы все подряд не знаем. Многие наши решения, они были впервые реализованы именно на территории города Бишкек. Поэтому мы готовы не так, чтобы экспериментировать и выявлять, хорошо или плохо. Нет, мы готовы внедрять уже апробированные, реализованные проекты, да, которые могут дать позитивный результат. И, конечно же, в этом плане мы сказали, стоп
мы должны сперва сделать то, что входит в обязанности муниципалитета, государства. И прежде всего это обновление дорожной инфраструктуры. До 24 года, да, до 24 года, до 23 года можем взять. В 23 году был один такой всплеск, были выделены на ремонт дорог, но они были выделены, ну, так скажем, в середине года, да, к концу года. И в итоге, вы помните, в 23 году очень много вопросов было, почему все тротуары начали осенью, в сентябре месяце, а когда вы закончите и так далее. Поэтому это был такой негативный момент, но уже попытка ремонтировать дорожную инфраструктуру. В 2024 году мы уже в разы увеличили финансирование. Если до этого не более около 350, 300, 350, в каком-то году, по-моему, в 2022 году до 400 доходило миллионов сомов, да, то уже в последующем у нас уже пошли цифры. 24 год 2,8 миллионов, да, миллиарда сомов. Далее уже мы на сегодняшний день говорим уже около 3 миллиардов сомов, да. Поэтому каждым годом мы увеличиваем финансирование на ремонт дорожной инфраструктуры. Почему суммы плавают? Я объясню. Мы предусматриваем одну сумму, выносим на тендер, да, на обсуждение и так далее, с депутатами формируем титул, и возможно вот эта сумма она может или увеличиваться, или уменьшаться. Почему? Потому что в прошлом году у нас экономия составила около 400 миллионов. В этом году мы планируем тоже около 250-300 миллионов, тоже будет экономия средств. Почему это происходит? Потому что объем работ, вы заметили, мы не переводим с одного года на другой. Мы стараемся за один летний период завершать дорогу. И к чему это привело? Привело к тому, что теперь горожане требуют, чтобы мы чуть ли не за один день, за одну ночь, да, они пошли спать, утром проснулись, уже новая дорога должна быть. Но это требование, к этому надо идти, может быть, в будущем. Ну вот как раз таки есть у нас, так сказать, Китайская Народная Республика, которая как раз таки приводит то, что они строят, и тут же за сутки построили целый отель, да, и мы были всеми свидетелями, когда видели эти видео. И все же вот касаемо пробок, модель, которая сегодня у нас работает в городе, чтобы избавиться хотя бы немного, разгрузить дороги, да, случайно, вот помните, вот вы говорили о том, что мы будем с пробками бороться в четные, нечетные числа, да, то есть вы применять китайскую ту модель как раз таки, как у них это работает, да. Вот скажите, на сегодняшний день вот какая четкая позиция в плане того, чтобы как разгрузить дороги? Это вот студенты у нас время поменяли, и вообще какая у нас модель? Наша модель одна. Я еще раз повторяю, у нас утверждена концепция, мы идем поэтапно. И в первую очередь, я еще раз повторяю, в первую очередь мы будем выполнять обязательства мэрии перед горожанами. Первое – это ремонт и обновление дорожной инфраструктуры. Расширение ряда улиц не для того, чтобы обеспечить там, потому что мы знаем формулу, наоборот будут забиваться эти дороги. Мы согласны, мы не будем спорить, но мы расширяем дороги и приводим в соответствие с теми нормами, которые были заложены еще в 1970 году. Да. То есть город расширяется, растет, соответственно, 500 тысяч автотранспортных средств, конечно, не поместится в городе. Даже или просто поместить их, не то что ездить. Поэтому мы сегодня и предлагаем, чтобы привести все в соответствие. Мы ни одну красную линию не начертили в текущем году, или даже в прошлом году, или даже 10 лет тому назад. Нет. Все это было сформировано еще в советское время, когда формировался город, когда определяли перспективы развития. И вот поэтому мы сегодня многие вещи говорим о том, что не расширяем, а приводим в соответствие порядок, да, это дорожное полотно. Поэтому здесь позиция однозначна, мы будем выполнять прежде свои обязательства. И постепенно уже предлагать ряд ограничений. Вот смотрите, мы сегодня дороги, парковки многоярусные, мы в 2023-2024 году активно начали делать уже многоярусные парковки. Ортосай, вот буквально он у нас уже на днях должен завершиться.
роторные парковки, да, они не дают нам прибыль. Да, они, может быть, где-то коряво работают, но это начало, это люди должны привыкнуть, понять, оказывается, что есть, это да. такое? Каждый же, он купил там потом и кровью, так сказать, автомобиль свой, да, и отдаст, чтобы его куда-то Сверху подняли, а потом спустили случайно. куда-то непонятно, наверх подняли, он же будет через Переживать. каждые 5 минут выглядывать, смотреть, не свалился ли этот роторная парковка. То есть это мы должны принять. Сейчас город это должен принять, понять, что это все новые технологии, это все возможно. И бизнес это увидев, должен тоже привлекать по одному. Потому что роторная парковка это малая часть. Почему? Потому что у нас есть мозаичная парковка, другие виды парковок, подземных, надземных, которые очень большое количество технологий, которые сегодня развиваются в мире, и мы могли бы интегрировать. А сколько вот закуплено уже этих парковок? Мы сегодня закупили две роторные парковки. Одна стоит в Ортосае, вторая мы устанавливаем в Аламединском рынке. На Аламединском рынке. Я надеюсь, что в будущем ее количество будет расти. Потому что уже увидев это, у нас и бизнес интересуется, и сегодня есть китайские партнеры, которые уже готовы по городу устанавливать другие формы, мозаичные, там, подземные, надземные парковки. Ортосай надземка, Дордой сейчас начинается строиться надземная парковка. То есть это рынок тоже должен развиваться. Ну, как говорится, знаете, вот все всегда новое, оно либо страшно, и кто-то что-то не рискует. Но даже в то время, когда, помните, раньше классические автомойки были, да, мы загоняли машину, 300 сом давали, и все. А сейчас мы моем сами, и даже девушки, вот я вижу, они лучше моют, чем мужчины. А сколько такая конструкция стоит? Ну, на сегодняшний день эта конструкция, вот если я не ошибаюсь, около 5,5-6 миллионов сомов получается. Почему? Потому что это мы берем белорусскую, Минск производитель, там если взять общую смету расходов, она примерно так и входит. Конечно же, выйти даже на себестоимость очень тяжело. Это долгосрочный проект. И сколько машин могут там? Там 10 машин мы можем уже парковать, парковочных мест. Но я еще раз повторяю, эти проекты, они за 1-2 года не окупятся. Это долгосрочная, то есть на долгосрочную перспективу. Поэтому и многие предлагают, что многоярусные парковки должны быть там, где бизнес, где торговые точки, чтобы они могли окупаться. Но я еще раз повторю, не каждый в эту сферу войдет, но мы готовы оказывать поддержку, совместно работать. На сегодняшний день у нас нету позиций открывать дороги, там, шарики, фонарики. Мы завершили, открываем. То есть таких помпезных не будет. Почему? Потому что это тоже время, мы понимаем. Мне иногда звонят, говорят, вот, Айбек Джаншбекович, мы второй слой уже положили, что нам делать? Я говорю, ночью рисуйте разметку, утром открывайте дорогу. Фрунзе, да, улица Фрунзе. Вроде бы я выезжал, ругался с подрядчиками, завершать и так далее. Но это ответственность. Вот да, недавно мы смотрели, в Алматы видели, там автобус едет, и он прямо в дорогу. Да. А вы знаете, что какого состояния у меня, когда я иногда сижу и не дочитав там, что это Алмата или где-то у меня там в Инстаграме. Где это, в Бишкеке, да? Я думаю, где? И там автобус одинаковый у нас. Я смотрю, думаю, где у нас там, не дай бог, дорога обвалилась. И вот я объясню, почему Фрунзе, например, затянулась. Мы выехали, дали поручение, срочно положите асфальт, почему вы держите, такие нехорошие, надо менять подрядчика. Они трамбуют землю, готовят, все, мы с утра будем ложить асфальт. Я на прямом эфире говорю, все, завтра асфальт будет, мы уходим, и вечером мне звонок. Мы завтра уже асфальт не можем ложить. Как не можете ложить? Мы же все... А у нас есть лаборатория. ИДЛ, да, дорожная лаборатория, которая инспектирует. И они пришли и начали брать пробу уплотненности грунта. И вы знаете, да, на большую часть участков вроде как бы они поддержали, но в определенных местах сказали, у вас грунт не соответствует. Извините, вы должны Это просто была ваша боль, да? Просто. И вы представляете, мне позвонить там в лабораторию, сказать, не держите работу, тоже нельзя. Да. Это ответственность. Все, да. И мы вынуждены были опять на 2-3 дня уйти. И то есть
Это производство, это работа, и здесь, оказывается, не то чтобы вот Спешить мне с никуда утра, не надо, как говорится. с утра дайте доклад. Две буквы там исправил, слово добавил, и с этим докладом все равно вышел на мероприятие. Не проблема. Но если вы представьте, я дорогу, где уплотнение не прошло надлежащего там технологий, да, А вас дорога помнят была. потом? Да, поэтому мы вынуждены это делать. Более того, вот эта сумма около 6 миллиардов потраченных на дороге, они требуют надлежащего контроля. И по решению нашего президента, уважаемого Садырова Владимировича, принято решение, с 1 ноября все они будут тоже проходить проверку. Понимаете, мы говорим, мы готовы и должны это проверять. Эти деньги, они должны проходить проверку, мы должны смотреть, как они использованы, целевое, нецелевое, качество дорог и так далее. Но я одно скажу, в обществе порой очень взбудоражили население, и вот это многолетнее недоверие к качеству дорог, она сегодня сохраняется. Да. Но при этом я скажу, мне всегда приходится говорить, эту дорогу не я делал, это было в 2016 году. Я говорю, это не моя вот Скрябина, я говорю, эта дорога была сделана в 2017 году. И вот так приходится объяснять. То есть, да, поплыли дороги, качество, но это не я делал. Если 2 года мы делаем дороги, это не значит, что эти дороги всем сделали мы. Наоборот, это показывает о том, что надо оперативнее и быстрее ремонтировать их, раз такое состояние. Но я хочу сказать, есть недостатки в тех дорогах, которые делаются сейчас. Мы их выявляем ежедневно, еженедельно, ежемесячно, да, и при этом заставляем подрядчиков исправлять ошибки. Я хочу сказать вот логику, чтобы все сейчас поняли, я коротко, наверное, попытаюсь объяснить. У нас заключен контракт С подрядчиком. подрядчика. Мы выбрали 3-4 компании, большие компании, чтобы у нас не происходило, как это в Нарынь, да, потом мы их не нашли или еще что-то, чтобы мелкие компании, они вот так. Кстати, это был тоже ваш бывший коллега, да? Да, не который на дороге он Бишкек делал. асфальт-сервис. Да. Ну, имеется в виду, он был в то время и вице-мэром. Ну, имеется в виду, это было то далекое, да, 2018 год. Да, я хочу сказать, что лучше быть подальше от таких, да? Потому что взять миллиард и миллиард потерять, это тяжело, конечно, но пониманию. А так реализовать, наверное, они могут. Но вот смотрите, мы заключаем договор, 3 года, гарантийный срок. В течение 3 лет, если выявится какой-то Дефект. они ее исправляют, и вот на этот дефект Дают еще гарантию. 3 года обновляют. Обновляется. То есть предыдущее время она обнуляется. То есть если они даже до истечения 3 лет останется 1 день, мы выявим дефект, и они будут вынуждены менять полотно, они уйдут на новые 3 года. Понимаете? То есть Вот это и ответственность Да, у подрядчиков. ответственность, да. Сразу сделать, как оно нормально. мэр от души. не ездит на катке, он не устанавливает эти бордюры, арыки. Я не могу. Вот иногда, мне в прошлый раз там где-то я выявил, куда этот тротуар, пешеходный переход никуда называется. Я там одного гением назвал. И говорят, а он куда смотрел? Вы представьте, это фактически возможно или нет? Фактически, я То иногда... есть там был пешеходный переход никуда Да, в угол. подрядчик делает, он не задумывается, я не знаю, но если мы выявляем, мы, конечно, требуем, что это привели в А соответствие. где, кстати, этот был участок? Это было в Октябрьском районе, мы когда делали обход, мы увидели этот пешеходный переход, но он не в никуда был, а он был... В тупик. Нет, с препятствиями. Он упирался в бордюр, потом в арык, потом еще в зеленую зону, а потом только мы могли попасть на тротуар. Да. Поэтому для них, для подрядчика, начертили. Он раз и сделал, да. А что дальше, его не касается. Он делает дорогу, а кто арык делает, ему все равно. Кто делает тротуар, все равно. Поэтому мы сегодня меняем политику. С каждым разом если вы отслеживаете происходящее в мэрии, мы сокращаем количество
подразделений мэрии. Мы говорим, в итоге мы должны прийти То к есть тому, раньше что было в мэрии очень много служб, непонятных служб, да, да, а которые... сейчас мы хотим объединить, сказать, вот одна служба, которая будет понимать, вот делает дорогу, он будет знать, еще и арык же есть, еще зеленая зона есть, надо ее как-то проходить, да, а не так, чтобы убираться в тротуар, в бордюр. Дорожник скажет, я свое дело сделал, а он прав. Он сделал. У него дорога же есть, бордюр же есть, пешеходный переход есть, а все остальное меня не касается, да, чтобы такого не было, мы должны сокращать службу. То есть человек приходит, он должен видеть комплексно. Если говоря о дорогах, да, недавно у нас пришло видео, где, в общем, говорят, что в мэрии вот сама вот эта вот служба, которая убирает машины с дороги, да, дороже стоит, чем если бы заказать в УПСМ, вот тот же самый, как это называется? Эвакуатор. Эвакуатор, да. Вот скажите, пожалуйста, откуда такие цены и почему люди возмущаются в мэрии дороже, чем в самой службе? Да, вот я объясню. В частном порядке около 1600 было, мэрия 2000 сомов. Так вот, там один водитель, а его один эвакуатор, он там может масло залить, пока ездит машина, да, там эти... Ну, чисто на раз. Да, ну, техническое обслуживание производит так, как, когда у него деньги появятся, да, и так далее. То есть, вы же понимаете, мы все же обслуживаем, не надо это там делать большой фантастики. Мы понимаем, у него расходов меньше, но при этом всегда он может где-то сломаться, всегда он может не приехать, и просто я не приехал, ну ничего. Он частник, что сделать, да, УПСМ иногда мы вызывали, и мы создали свое муниципальное предприятие, они купили эвакуаторы, а там уже другие требования. Это уже муниципальное предприятие, то есть масло вы должны менять в установленные сроки, колеса менять в установленные сроки, техническое обслуживание делать в установленные сроки. Это все расходы. И когда есть люди, которые это обслуживают, технари, есть техники, которые обслуживают, есть административные служащие, да, и так далее. То есть это команда, которая работает, они получают зарплату, да, и так далее. И когда мы высчитали все эти расходы, у нас вышло 2000 сомов. 2000 сомов по себе, никто ничего там не зарабатывает, я не знаю, оттуда отчислений мэру на зарплату никаких нет, я сразу откровенно скажу. Но 2000 сомов это вот, как сказать, себестоимость, да, всей этой деятельности. И, конечно же, вот говорят, хорошо было бы просто взять, сфотографировать, ну, понимаете, порой, иногда физическое вот это воздействие, если нет, очень тяжело. Да. Очень тяжело людям объяснять. Только после того, когда он пройдет вот такой, да, поедет, заберет с штрафстоянки машину, там оплатит и так далее, он претерпит вот эти все невзгоды, так сказать, связанные, да, с незаконной парковкой, он, наверное, где-то начнет понимать, ну, может быть, здесь, оказывается, нельзя. Да, здесь нельзя останавливаться, да. И как раз пробок не будет, заторов различных, да. Кстати говоря, на некоторых это не действует, у них, не знаю, нет, что столько денег много, я иногда понять не могу, да, но в любом случае это происходит. И мы эти эвакуаторы, более того, у нас есть муниципальный суд. Вот недавно был ролик, который противоречит, они вроде до этого показывали, вот зачем эвакуировать, можно 1000 технологий и так далее, да. Да, мы можем поставить эти блокираторы, да, и так далее, но как это затор был, он же будет оставаться. Да. А вот говорят же, что когда вот машина неправильно припаркована, то за 5 минут может образоваться километровая как раз-таки пробка. Да. И кто виноват? Мэр виноват. Мэр виноват. Поэтому мы вынуждены их эвакуировать. Мы их эвакуируем. И поэтому, но недавно у нас было представление прокуратуры, и мы сейчас спустили цену до 1600. Но я хочу сказать, что это тоже есть определенные последствия того, что служба уже менее эффективна, если можно так сказать. То есть, если мы где-то урезать должны, уже сокращать штат, сокращать количество машин, 3, 10, то есть... На сегодняшний день сколько в автопарке? У нас сегодня около 12 есть эвакуаторов, да, они работают, но также заключены договора еще с
с другими частными компаниями для того, чтобы обеспечить полноценную работу. И сегодня мы вот пока доказываем, показываем, как мы работаем. И эвакуатор он нужен. Закрыл дорогу, мы обязательно его должны забрать. Другие не могут выехать. Ну, какой бы блокиратор мы ни поставили, какой-то мы там, я не знаю, форму там через цифровизацию решали. Ну, много методов. Да, мы согласны, но эту-то проблему мы не решим. Ее-то надо физически убирать. Физически убирать. То есть здесь можно, здесь нельзя. Ну, такого не бывает. То есть, да, иногда есть выражение, да, вот, закон суров, но это закон. Хотим мы, не хотим, должны выполнять. И как мы зарабатываем, это же незаконное действие, противоправное действие. Если он совершает, человек, который совершает эти действия, он должен понимать, что будут последствия. Да. Правильно же? Да. Ну, кто его заставляет? Мы же не заманиваем. Я понимаю, утром знака нет, все поставили, в обед поставили знак и всех забрали. убрали, Ну, да. вот тогда можно говорить о какой-то... Нет, он с утра до вечера стоит. Да не ставьте туда. И не будет разговора, не потратишь ни 2000 сомов, ни 1600 сомов, ни Просто 500 паркуйся сомов. там, Паркуйся, где это положено. да. Да. Если нет парковочного места, не надо опять кричать, а вот где парк? Да не выезжай тогда на парк. Если ты уверен утром, что нету парковки, ну, не пользуйся. Понимаете? Вот все хотят же, говорят, ну вот в Японию нам, Европу в пример ставят. А вы знаете, какие там правила? Какие там налоги? Да, какие там налоги, штрафы? да, и все хотят, чтобы было как в Европе и Японии, оплатить как, я не знаю, там, в далеком ауле, причем, чтобы о нем забыли, когда оплата приходит, квитанция, да, ну, так же. А в действительности, я хочу сказать, что это правила, они должны быть соблюдаться, и мы, сколько бы ни кричали сегодня, да, какая-то уже, я не знаю, предвыборная кампания, многие хотят выглядеть хорошо. Почему я всегда плохой? Да? Потому что мы говорим же о правилах. Я не могу выйти и сказать, да, это хорошо, давайте. Я с вами, я с вами согласен. Не, ну здесь как бы я с вами, с горожан, потому что я тоже здесь живу. Но вот в таких делах мы не можем быть вместе, мы должны требовать порядок. Ну, мне кажется, у вас уже настолько за 2 года, да, вы до этого работали в администрации, вы были в одно время также избраны мэром, потом ушли в администрацию, да, давно знаете, что такое вот, ну, госслужба, да, вот без приукрас, как говорится, на себе все испытали, то есть свет отключили, мэр виноват, мусор не вывезли, мэр виноват. У вас, мне кажется, уже давно выработан на это всю критику, иммунитет. Ну, как говорится, а что делать? Кому сейчас легко? Иммунитет, ну, тоже так громко сказано, я даже пользуясь случаем, может быть, обращусь вот всем, кто вот пишет комментарии, да, я их знать не знаю, они меня, может быть, даже отчасти знают. Я согласен, конечно, легче всего сказать, один человек виноват, но у меня вот такой, да, вопрос, у вас есть семьи, да, у вас есть дети, родственники. Вы представляете, я больше иногда переживаю, даже уже не сам за себя, как, ну, критикуют и критикуют. Я прихожу, я переживаю уже за своих дочерей, которые... У вас сколько детей? У меня 4 детей, 2 сына, 2 дочки. И по заказу. Они, да, они уже взрослые, вот сколько учатся им лет? в школе. Да. Сколько им лет? Они учатся в школе. Я не хотел бы останавливаться, где они учатся, сколько им лет. Нет, чтобы, ну вот да. они, получается, уже подростки. Да, они подростки, они все понимают, читают. И когда старшая дочь, я прихожу, она растет, я знаю, что уже она где-то про меня прочитала, там уже там всякую гадость наговорили, да. И у меня вот просто по-человечески хотел бы обратиться, вы когда пишете, просто задумайтесь, это же бумеранг. Бумеранг. В любом случае, вот все, что вы там пишете, высказываете, заслуженно, незаслуженно, она же тоже вернется. Это тоже возвращается. Поэтому, конечно же, призывая справедливости, какие-то требования выставляя ко мне, ну, хотя бы у себя держите нормы, приличия, культуры и так далее. Потому что я иногда читаю, я понимаю, откуда так они нас, столько желчи, да? Желчь, вот что с этим человеком не так, да, вот. Просто я не могу понять. Я вот, да, думаю, может быть, и надо ответить, а потом, а что ему ответить?
Он уже обиженный жизнью, он сам себя уже обидел давно, да, так если можно сказать. Поэтому здесь я вот просто, я переживаю уже за своих Родных, близких, да? которые родных, они больше болеют, переживают, страдают, чем я. А как вы сказали, иммунитет, потому что я знаю. Я-то знаю, что это не так, я за это не переживаю. Еще раз говорю, я не воровал ни одной копейки с ремонта дорог, я могу это однозначно сказать. Возможно, есть ошибки. Да, были ошибки, они все, если есть ошибка, ее можно исправить. Ее надо исправлять, надо приводить в соответствие. Мы выставили перечень требований, чтобы не допускать нас. Но это работа, ежедневная работа. Вы представляете, даже дорожники говорят, мы уже сегодня сами учимся работать, потому что привыкли там из года в год дороги делать там. Сделаем, Завтра расставим. Не сделаем, не сделаем. Вот миллиард в 2000 каком году там выделили? 2018. В 2018, да, 2018 выделили. А где этот миллиард? Ни миллиарда, ни дорог. А у нас, да, у нас-то и деньги направлены, и дороги есть. Если вызывают вопросы качества, ну, пожалуйста, это же производство. То есть вы сегодня можете открыто заявить о том, что вы можете спокойно спать, если в случае там проверок и так далее, да? Абсолютно. Вы можете спокойно сказать, да, пожалуйста, Да. хоть 20 проверок. Да, абсолютно. Но при этом я говорю о том, чтобы первое условие, оно не мешало производственному циклу. То есть проверки должны быть по завершению всех работ. Завершили, закончили. А не когда вздумаете. Да, и мы можем сесть за документы и показать. Это вот это решение, это так. А в ходе ремонтных работ, в ходе производства, потому что это ежедневная же жизнедеятельность мэрии. Понимаете, иногда, я открыто скажу, иногда у нас работа раньше, чем документы. Иногда документы держат какую-то работу. То есть здесь разные есть модификации, но самый главный результат. Мне не спросят, я не буду объяснять, что вот я, к сожалению, в ноябре делаю дороги, потому что я пока утвердил бюджет, пока я утвердил смету. Это, в общем, волокита. Да, то есть я эту бюрократическую волокиту я буду объяснять, я могу бесконечно объяснять, кстати, из своего опыта. Но она будет бесконечным, да? А потом вот мне вот как раз ноябрь остался, я начал. Нет, мы начинаем с марта месяца мы в этом году начали работать. И в процессе мы можем передвинуть, сдвинуть, там, расширить дороги и так далее. Это же процесс же. Я каждый раз бумагу, подождите, остановитесь, сидите, я сейчас бумагу принесу, потом. Вы представляете, когда мы это закончим? Мы, наверное, это никогда не закончим. Поэтому, и не начнем, и не закончим. Да, поэтому я могу с уверенностью сказать, что коррупционных схем однозначно они исключены. Технические, там, производственные недочеты, ошибки возможны. Ну вот недавно, допустим, вот говорится, 2 вице-мэра вас подвели в вашей команде, да? Как раз таки касаемо и дорог, и там, получается, второй был с получения взятки. Да, они, но не с дорогами. Первые 2 вице, первые... Ну вот вас это ударило? Вот, ну, как бы... Внутренне, да. И, конечно же, я чувствую за это ответственность тоже. Я тоже не чувствую ответственность и несу определенную ответственность. У вас же в любом случае есть, вот, понимаете, деловые отношения, вот так как он ваш зам, да, и вы ему доверяете. А тут другое дело, уже по-человечески вам, наверное, было обидно. Да. Как так, за моей спиной? Почему? Потому что в первом случае позиция того, что мы не поддерживаем те или иные проекты, потому что они невыгодны городу, они были однозначны. Они не подлежали обсуждению даже. Но при этом пойти договориться с какой-то стороной, пообещать, еще и взять деньги, ну это, конечно, уму не по. Это даже я когда там, я не могу, конечно, озвучить что и как, но когда я узнал о деталях, мне это было очень даже удивительно с одной стороны. Зачем это ему надо? Зачем? Тем более, если мы возьмем, он работал на больших должностях, должностях выше позициях, но при этом он выполнял работу. Да, там я где-то могу, но по работе мы прошли же ОЗП. 24-25 год, когда нам говорили о том, что вот передали тест, теперь все там уже разрушится все. Нет, мы прошли ОЗП. Еще и с экономией вышли. У нас есть сэкономленные средства. Он показал работу.
По работе, да, вообще вопросов нет. Но вот какой-то вот такой момент, где это его было персональное решение, ну, пожалуйста. А по работе мы-то работу выполнили. То есть там вам придраться Да, было не к да. чему. И второй также, он тоже дороги тогда, но его-то, так сказать, он получил наказание не из-за дорог же, а то, что он на протяжении 10-15 лет какая-то земля и так далее. Ну, Причем он любимец был Да. многих. да. И социальных сетей, и людей, журналистов, и Но очень много гражданского это общества его не умаляет поддерживало. и не принижает его, думаю, работу, которую он проводил на дорогах, да, по контролю, по ремонту дорог. Он с утра до вечера Работал. работу проводил. Еще раз повторяю, то есть если взять, я понимаю, вот мне когда ставят в ответственность, говорят, вот он же твой зам, да, но в рамках выполняемой работы к ним есть претензии? Нет. Там вот эти явления, которые выходили за рамки его Во-первых, они полномочий. вам не отчитываются, Да, правильно? Они за не рамки звонят. их полномочий и за рамки там моего контроля по этой той или иной деятельности. Да. Но вот эти вакансии сейчас, как я понимаю, свободны. Нет, одну я сократил, связанную с дорогами. Почему? Потому что мы ее переложили, ответственность на сегодняшний день Алиев Рамис Гулягланович. Я еще раз повторю, почему? Потому что сегодня Тазалык, Зеленстрой и департамент дорог мы ставим, чтобы комплексно проводилась работа. И вот одним, получается, управлением, Да, грубо да, говоря, одним да? управлением, То есть да. как раз-таки Под одним Рамис курируемый, Алиев, он курирует этот блок. Этот блок. По теплоэнергии мы сказали, что у нас есть департамент, руководитель департамента, он автоматически является заместителем мэра. Это Нургазы Улукбекович, он ведет сегодня работу по прохождению осенне-зимнего периода 25-26 годов. Да. То есть здесь они перераспределены, и необходимости создавать или же содержать ту или иную позицию у нас нет. Браво. Я думаю, что как раз-таки, может, возможно, что-то вы и потеряли, но где-то сэкономили, и это тоже плюс. Да, скорее. И еще раз хотелось бы с вами обговорить, вот большой был проект. Раньше, помните, года 2 назад я даже сама выезжала в сторону Дордоя, да, где была вот эта свалка, которая воняла на весь город. Вот действительно, запах был там не из самых лучших, да. Вы также в этом направлении нашли, вот сейчас, кстати, нет этих видео страшных, знаете, вот этих вот сверху ворон, вот, которые летают над этим, как я не знаю, что, как улей. Вот что вы сделали вот в этом направлении, и действительно, вот допустим, если раньше говорили, ой, свалка горит, ну, нечем дышать, то сейчас этого нет. Что вы сделали? Прежде всего, видео есть, вчера, кстати, вышло. А, да, есть Да. видео? Я думаю, нет видео. Потому что я Предвкушают там, всегда они там, вот, они еще не построены, ни завод еще не построен, а тут летают. Ну, я думаю, отдельные лица, ну, это есть кому последние, это выгодно. да, которые последние дни, когда можно, там, как я правильно это говорю, хейтеры, да? Да, хейт. Хейт сделать, что вот, все плохо, все такое бесперспективно, безысходность какая-то. Нет. Мы сегодня провели очень большую работу. Да. Большую работу, и это, я могу сказать, как и личный проект. Личный проект периода, пока я вот нахожусь в должности мэра, да, и это был личный вызов, если можно так сказать. Почему? Будучи даже в администрации президента, я когда ушел с мэрии, я не переставал заниматься этим вопросом. Очень много проектов. Почему? Потому что это действительно проблема. И я знал, что мусорный полигон, вот этот, да, она не может вечно, эта гора увеличиваться. Ее надо уже останавливать. Это бесконечный пожар и так далее. И мы, конечно, все время над этим работали. Когда я вернулся, я прежде всего занялся Вот этим вопросом, да? И это было поручение президента страны решить данный вопрос. И он оказал очень большую поддержку и где-то даже выступал инициатором отдельных решений. И это, я могу сказать, тоже однозначно, это, конечно, тоже продукт такой волевых решений и деятельности президента страны.
И сегодня... Как говорится, он это поддержал. Да, он это сказал, поддержал, делайте. И более того, он принял участие в реализации отдельных решений. Да. И я могу сказать, что сегодня сами китайские инвесторы, которые строят, да, они сами удивляют, что так быстро, оперативно у них получается. Вот на сегодня на какой стадии? 95 миллионов долларов мы подписали инвестиционное соглашение в 2023 году в октябре-ноябре месяце. После моего назначения, буквально неделю, да, мы через неделю подписали, начали работу. В 2024 году в марте уже было подписано инвестиционное соглашение, которое было поддержано членами кабинета министров, и вынесено было соответствующее решение. И мы уже заложили капсулу. Сегодня мы можем говорить о 70-80%. Скоро будет открытие? Да, мы 1 декабря будет прием первого мусора. 28 декабря это первая электроэнергия будет подана в сеть. И я хочу сказать, сегодня идет опережение у нас примерно это 20 дней. 20 дней у нас идет опережение ремонтных работ. Более того, это не просто завод, это будет благоустройство, то есть это будет показательно. Вот, знаете, это будет, вот, если раньше было вот так, да, то сейчас будет порядок. Порядок. На мусорной свалке будет порядок. Как бы это как бы не звучало, санитарный полигон будет порядок. Более того, это будет местом экскурсии наших горожан. Понимаете? То есть мы туда будем ходить на экскурсию, да? Да. Мы будем практически там организовывать экскурсии, показывать, как утилизируется, как сжигается мусор, какие есть выходы, чтобы понимали, что вот эта истерия там, что всех отравят, что это, мне как первый раз сказали, а мы вообще думали, что там ангар поставишь, печку и будешь сжигать. Ну, я говорю, как это так? Так невозможно. Там основное требование, чтобы не было выхлопов вредных, да, вот. То есть, действительно, если это заработает, да, и я думаю, как раз-таки вы можете всем тем хейтерам, которые как раз-таки до этого столько всего записывали, там, делали обращения, да, можно будет просто сделать шаг и мат, показать, что это действительно. И если еще там будут экскурсии проводиться в то место, когда раньше туда вот действительно проезжать было даже ужасно, то сейчас, я думаю, это будет благо, и вам все горожане просто похлопают стоя, потому что это действительно самый мощный проект, и это как раз-таки будет работать на все другие регионы. Вот если мы покажем это здесь на примере в столице, то я думаю, что и другие также задыхаются от этих свалок. Вот, ближайшая даже та же самая Чуйская область, да, и я думаю, хоть это и затратно, и дорого, но применить и что-то придумать, может быть, более такую вот экономную версию, то, возможно, это получится, да. Да. Более того, они уже ваши начали работу, и на Иссыкуле тоже готов проводить эти работы. То есть эта система, она имеет возможность, как сказать, как Лего, да, модифицироваться, то есть к разным условиям. В Аше другие условия, на Иссыкуле другие условия, объем мусора другой, морфология мусора другая, период сбора мусора разный, да, поэтому каждый раз они могут подстраиваться, и, конечно же, это, я думаю, не проблема. Это только нужно и необходимо реализовывать. Какой вы дома? Строгий, спокойный или мягкий? Больше строгий, наверное. А, вы тоже дома строгий? Да. Как и на работе? Но для детей все равно, наверное, и строгий, и мягкий, но не кричу, не оружие. Да? Есть ли у вас домашние обязанности, которые выполняете лично? Например, готовка, уборка, либо починка чего-либо? Не буду врать. Может, вы готовите я вкусно? уже только работая мэром, я только, по-моему, только спать домой прихожу. Только успеваю поспать, да? Почему? Потому что на остальное уже практически времени не остается. Чем вы занимаетесь, когда появляется свободное время? И когда вы выходили последний раз в отпуск? Так, в отпуск я еще не выходил. За 2 года вы не были ни разу в отпуске? Даже за больший период. Почему? Потому что нахождение на государственной службе, возможно, такие краткосрочные были, 2-3 дня, но вот так, чтобы отпуска не было.
Мгм. И чем вы занимаетесь, когда появляется свободное время? Ну, больше дома. Дома. Я, конечно же, хотелось бы для какой-то активный образ жизни реализовать, но, к сожалению, у меня на это времени нет. Но я оставляю время для спорта, вот периодически 2 раза в неделю с коллегами, да, играем в футбол. Это время есть, мы используем для активного образа. Ну а в целом я больше провожу дома время. То есть вы гуляете с детьми по городу, да? да. Ваше излюбленное место в Бишкеке? Но я бы не сказал, что гуляем по городу. Я еще раз повторюсь, я больше провожу дома у себя, сейчас на квартире получается. Поэтому излюбленное место, ну это больше гуляем по Дзержинке, можно прогуляться, да, я выехать в парк Панфилов, ну так, то, что локация рядом, я там прогуляюсь. То есть имейте в виду, значит, Айбек Джанышбекович живет в районе вот этого квадрата. И вот человеческое отношение к работе. Что вас больше всего задевает в критике горожан? Что вас задевает? Да, любая критика, она, скорее всего, задевает. Я не могу относиться так, без эмоций, так сказать. Конечно, почему? Потому что большая часть критика... Вы раним. Не столько раним, но критика, когда идет, я-то знаю, что там происходит. Правда. Да, правду. Как это возникла проблема. А вас хейтят как, здесь как по ее полной. решать, да. А тут понимая, недопонимая, или же уже из своих точек зрения, или же просто, да, мэр дурак и все. Да, то есть вот такой позиция, конечно же, мы знаем усилия, мы знаем, как это решать и насколько большие усилия надо прилагать к этому. И иногда это задевает. Да. Но уже, как вы сказали, иммунитет вырабатывается, я уже на многие Вещи. стараюсь. Да. Не так болезненно, Не да? так болезненно, наоборот, с пользой. Потому что не вся критика, она негатив. Критика есть там вполне разумная критика, вполне понятная. И мы же люди, и у нас там есть армия, да, кто допускает ошибки. И эта критика, она абсолютно правильная критика. Приходится иногда так проглотить, сказать, и А вот он прав. он прав и исправлять, да? Почему? Потому что не вся критика так. А И вот вот, просто огульная критика, конечно, она задевает. и вот последний вопрос. Какие СМИ вы читаете? Я не буду отвечать. Почему? Все, потому что мы считаем Хорошо, все. ваши любимые информагентства. Не, я считаю все, я не буду, еще раз повторюсь, на ком-то акцентировать. Я считаю все. Где касается мэрии, у нас есть группа, разного вида группа связана. Там руководство, где сидит мэрия, да, служб. Есть, например, по благоустройству, есть по дорожным работам, есть по ЧС, есть, то есть очень много групп. И когда я вижу там сообщения, я сбрасываю все эти ссылки по группам, по принадлежности, да, и потом они мне дают ответ, как они отреагировали на это. То есть, А еще вот раз репортер повторю. входит в ваши любимые СМИ? Абсолютно, да. То есть мы входим в ваше одно из Я излюбленных. еще раз скажу, я не буду выставлять, ранжировать номера, но я скажу, я считаю все. Да? И даже те, которые Так вы не лично совсем бы, сидите? да, совсем не было бы приятно, неприятно, да, но я их тоже считаю. Ну да. Информацию, я читаю комментарии, еще раз повторяюсь, я считаю комментарии. Когда идет огульная критика, да, где-то задевает, но еще раз повторюсь, есть критика, она обоснованная, где прям по полочку я смотрю, думаю, действительно, где-то мы, может, не доглядели, где-то упустили, а где-то можно было взять на вооружение. Тогда проще, да, даже если они вначале назовут меня там нехорошим словом, даже по тексту я могу сказать, ну, ладно, может, он там Был в плохом настроении. в плохом настроении как-то, да. Да. И его этот вопрос задел. Да. Айбек Джанышбекович, большое вам спасибо, что вы действительно сегодня, я еще раз повторюсь, уделили нам время, да, в своем плотном графике. Я думаю, вот такая беседа была, знаете, добрая. В то же время мы поговорили с вами о тех проектах, которые уже реализуются. И вот 1 декабря будет самый громкий проект, да, где начнут уже проводиться экскурсии. Никогда бы не думал, что там это вообще когда-либо будет, потому что это то место, которое вот, ну, привыкли мы, что там свалка и все.
Вот вам, как говорится, плодотворной работы мы все видим, мы не слепые, но просто иногда скупы на хорошие слова, поэтому я думаю, что горожане тоже это понимают или дают вам сил, мотивации еще больше работать. Поэтому это должно проходить мимо, как говорится, ушей, но в то же время вы правильно отметили, что иногда критика такая конструктивная, то есть на это стоит уделить время и вообще почитать и понять, вот, да, действительно может и обратить внимание. Вот, спасибо вам большое, мы вас будем всегда ждать в нашей студии, потому что, как говорится, где бы что ни происходило в городе, мы знаем, кто в этом как минимум виноват. Спасибо. Спасибо за возможность, еще раз скажу, донести до горожан свои позиции, видения. И, конечно же, не каждый, я вот иногда даю интервью, потом иногда сам читаю, я вот это упустил, это не досказал, это забыл, а это как-то неправильно меня интерпретировали и так далее. Но в целом я уже тоже как бы перенимаю определенную практику и нарабатывая опыт. Я считаю, что надо быть, наверное, больше открытым быть к людям, разговаривать с ними. У меня старший сын говорит: пап, вы только не говорите, что 90% все там эксперты по дорогам стали и так далее. Я говорю: а почему? Ну почему? Зачем всех задевать? Можно же было там сказать, вот часть стали экспертами. Но, понимаете, даже вот сын, он мне учит, там, как надо вести себя, да, переживает, как себя вести, да, и правильно говорить в соцсетях. Поэтому я хочу сказать, что да, не 90%, возможно, стали экспертами по дорогам, но есть часть. Но, к сожалению, есть та часть, и она больше, которая не вникая, не изучая, недопонимая, начинает ставить уже такую железную печать, оценку. И, конечно, это иногда вот, это пугает, да, потому что делали одно, а в итоге люди восприняли по-другому. И вот это, и это не их вина, это не вина горожан, я это понимаю. Очень долгий период времени мы только обещали. И только сейчас, когда начали делать, они даже в этом усматривают, что-то там не так. Да как они так? Вдруг начали делать, значит, какой-то, наверное... Подвох там да, есть. Подвох есть. Денег они там заработали. Или, да, или они дорогу из салфеток делают, или же еще что-то. Ну, что-то есть, да? Поэтому я хочу сказать горожанам. Мы работаем по совести. Мы работаем с полной отдачей, потому что мы живем в этом городе. Я сам живу, я не прилетаю с Америки, я не прилетаю откуда-то только здесь день провести. Да, я живу здесь живут мои дети, мои родственники. И, конечно же, их комментарии, их где-то тоже замечания, они тоже имеют место. Поэтому мы создаем комфортные условия для горожан, для всех нас. Поэтому я хочу заверить вас, что мы сегодня работаем с полной отдачей и хотим изменить город. Мы хотим, чтобы это была реально столица. Да, делаем, но у нас есть еще другая обязанность. Мы должны еще обеспечить порядок. Вот мы создали муниципальную инспекцию. Требования будут усиливаться. Если вы горожанин, будет 1000 правил, которые должны соблюдать, потому что вы в городе. Чтобы не было этого хаоса. Да, не было хаоса. Поэтому это тоже надо понимать правильно. Но мы всегда готовы выйти на обсуждение. Вот как бы нас не хейтили, да, четный, нечетный и так далее. Мы же не стали где-то там, закрылись в кабинете, написали, утвердили и прошли. Нет. Мы все выносим на обсуждение. Правила благоустройства вынесли на обсуждение. Объединяем название улиц, вынесли на... Мы все выносим. Мы читаем комментарии, мы читаем предложения, замечания. Где-то вот эти наши решения, они модернизируют, они улучшаются. И потом мы готовы. И вот мы сейчас готовим генплан. Тоже приглашаю всех активнее участвовать в вопросах, чтобы понять суть, город
этот генплан до 2050 года, и этим будет развиваться город в этом То есть направлении. это вот как раз-таки план, по которому будет развиваться город. Абсолютно. Дорожная инфраструктура. А когда его вынесут на обсуждение? Мы планируем в ноябре месяце уже выносить на общественное обсуждение сам генеральный план. Поэтому сейчас надо участвовать в вопросах. Если я попрошу пресс-службу, мы можем дополнить ссылками на эти опросы. Я вот приглашаю участвовать. Да, критикуйте, да, пишите в этих комментариях. Мы уже не то, что привыкли, но уже где-то... Ну, как говорится, в каждом споре рождается истина. Да. Знаете? Да, но главное, это должен быть спор. Да. Да, они в одно направление. Да, это в одном направлении. Да. Вот вы правы, действительно, я вот с вами соглашусь, и я думаю, можем закончить как раз-таки на позитивной ноте, да, если каждый будет ответственен за свою территорию, за свое, так сказать, где он находится, да, и более ответственно относиться, не мусорить, не переходить, что, ну вот делать, участвовать в жизни города, я думаю, и город станет еще краше, еще лучше. Вам спасибо большое. Да, вам спасибо.